Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Мамытханову Шеремкулу Замирбековичу. Уважаемые судьи Конституционного суда, позвольте озвучить позицию Министерства юстиции по рассматриваемому вопросу. В ходатайстве Типерова, представляющего интересы Михайлова, они просят признать часть 1 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о ветеранах войны противоречащим нормам Конституции Кыргызской Республики. Уважаемые судьи, хотелось бы отметить то, что действующий на сегодняшний день закон о ветеранах войны определяет правовые, организационные и экономические основы государственной политики Кыргызской Республики в отношении ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла, устанавливая статус ветеранов в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. Как мы уже отметили, коллеги отметили, в результате инвентаризации нормативно-правовых актов, проведенных в 2007 году, были внесены некоторые поправки, согласно которому слово «советники» были изменены словами «военные советники». И таким образом, такие лица, как Михайлов, работавшие советниками в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, были переведены в третью категорию за участие в обеспечении боевых действий, то есть рабочих и служащих, обслуживавших советский воинский контингент в Афганистане. Обращающаяся сторона отмечает, что в связи с этими принятыми изменениями в закон гражданина Михайлова существенно лишили возможности в получении льгот. Изучив доводы обращающей стороны, сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 приложения 1 соглашения о взаимном признании льгот гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны от 15 апреля 1994 года, участником которого Кыргызская Республика является с 28 декабря 1995 года, дали соглашение. К участникам боевых действий на территории других государств относятся военнослужащие Советской армии, Военно-морского флота, Комитета госбезопасности, лица рядового и начальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза СССР, включая военных специалистов и советников, которые в соответствии с решениями правительственных органов бывшего Союза принимали участие в боевых действиях на территории других государств. Следует отметить, что оспариваемая норма закона регулирует социальные гарантии, которые предоставляются участникам боевых действий на территории СССР, включая вышеперечисленных военнослужащих, также военных специалистов, советников, которые участвовали в боевых действиях. Указанной статьей участники боевых действий пользуются социальными гарантиями, которые были предоставлены участникам Великой Отечественной войны. Эти гарантии включают различные виды помощи и компенсации, предназначенные для улучшения условий жизни участников боевых действий. Исходя из ходатайства, гражданин Михайлов был откомандирован в Демократическую Республику Афганистан на основании постановления секретариата ЦК КПСС от 4 мая 1983 года о направлении партийных советников ЦК КПСС в Демократическую Республику Афганистан для оказания содействия и обслуживания правящей Народно-демократической партии Афганистан. Уважаемые судьи, хотелось бы отметить, что на выше обозначенные законы также было от имени Кабмина, от имени правительства в то время дано официальное заключение. И в постановлении правительства от 15 декабря 2016 года правительство отмечает то, что советские партийные советники, представители политических и экономических организаций СССР, откомандированы для оказания помощи в качестве советников в партийных организациях, а также специалистов по оказанию помощи в восстановлении объектов экономики для обеспечения мирного процесса, не были призваны в ряды вооруженных сил СССР, то есть на военные сборы, в установленном порядке для обслуживания контингента советских войск,
Соответственно, правительство отмечает то, что они не принимали участие в боевых действиях. Ввиду чего, в отличие от партийных советников, перед военными советниками стояли задачи по осуществлению руководства, перегруппировки, отмобилизовывания и ввода войск на территории, проведению мероприятий по уничтожению, ликвидации объектов, проведению войсковых операций, консультации по использованию и применению военной техники, вооружения, оружия, координации действий командования, подразделения армии тех стран, где они, соответственно, присутствовали и которые в соответствии с решением правительственных органов непосредственно принимали участие в боевых действиях на территории других государств. Уважаемые участники процесса, таким образом, под военными советниками и партийными советниками понимаются разные категории лиц, поскольку специфика поставленных задач и функций отличалась существенно. Помимо этого, хотелось бы отметить то, что в соглашении отмечается то, что действие соглашения распространяется на определенные категории лиц. Это, как мы уже отметили, участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, участники боевых действий на территории других государств, семьи погибших военнослужащих, а также есть категория, другие категории лиц. Таким образом, в соответствии с пунктом 6.6 приложения 1 соглашения, рабочие и служащие, направляющиеся на работу в Афганистан в период с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989 года определены в категории, другие категории лиц. Уважаемые судьи, на основании вышеизложенного Министерство юстиции считает, что часть 1 статьи 17 закона о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла не противоречит нормам Конституции Кыргызской Республики. Спасибо.